16 сентября, 2 час дня. Возле детского сада «Ясли» в Малгобеке останавливается автомобиль, из которого выходит мама с 4 детьми. По камерам видеонаблюдения видно, высадив пассажиров, водитель сдает назад, не заметив стоящего позади машины ребенка. Услышав крик, во двор выбегают воспитатели и охранник. Усман Мурзабеков незамедлительно оказывает помощь пострадавшему. Выбежал на крики. После я увидел, как на земле лежал ребенок. Я его схватил на руки. Вот. Попросил водителя, осмотрел ребенка, были ссадины головы. Попросил водителя, чтобы экстренно нас доставил в больницу. Тот незамедлительно сел в машину, мы его повезли в медучреждение, где я его передал медработникам. Они его при мне осмотрели. Обошлось без серьезных травм. Ребенок отделался ссадинами и испугом. Но в следующий раз так может не повезти. Именно поэтому сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические акции и беседы во всех школах и детских садах региона, чтобы объяснить ребятам, как вести себя на дорогах и избежать трагедий. Во второй школе Малгобека учащиеся 5 класса в рамках викторины вспоминают, что означают знаки дорожного движения, что такое зебра и как себя вести в непредвиденной ситуации на дороге. Остановки, и девушка должна была выйти, посмотреть налево, направо. Юные участники дорожного движения знают ПДД не хуже опытных водителей. Несмотря на отведенные всего несколько секунд, ребята быстро вспоминают правильные ответы. Всего в викторине принимают участие 3 команды. В первых раундах они отвечают на вопросы, а в последнем нужно отгадать по картинке, что за дорожный знак. На размышления даются ровно 2 минуты. Нужно было подождать, пока все машины остановятся. Если горит красный цвет светофора, то он мог открыть дверь и, соответственно, выйти. تحجوا правила школсон. حد وقت شتاج ماشي وقت شخانة موضع وقت визы мол главное ухо тоже что язычишь правилаш. После активных обсуждений и долгих дискуссий побеждает дорожный патруль. Капитан команды Абукар Кидиров ПДД знает с 5 лет. Мальчик понимает, насколько важно соблюдать правила и не рисковать не только своей, но и чужими жизнями. Надо переходить дорогу только когда лежит зебра, или, как сказать, белая полоса. Я знаю еще скользкая дорога, потому что там нельзя разгоняться очень быстро, потому что машина может не справиться с управлением и разбиться. Меня мама обучала с 6 лет дорожным движением и дорожным правилам. Я выучу, теперь я уже знаю почти все правила дорожного движения, и я не жалею об этом. И я теперь знаю, как переходить дорогу. Получив заслуженные грамоты, ребята спешат исполнить еще одну миссию на сегодня – раздать информационные буклеты автолюбителям. Правила дорожного движения едины для всех, но написаны сложным для детей языком. Поэтому главная задача учителей и инспекторов ГИБДД – доступно разъяснить ребенку, какие ситуации его могут встретить по пути из дома в школу и обратно. На протяжении этой недели у нас во всех школах проходят вот такие мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Они по различной форме у нас проходят, то есть это и викторины, и акции, и беседы, и различные классные часы. Эти мероприятия – это небольшая часть, которая проводится именно сотрудниками госавтоинспекции, потому что это наша ежедневная работа, но вот именно школы принимают огромное участие в проведении данных мероприятий. Сотрудники госавтоинспекции надеются, что благодаря таким профмероприятиям дети вырастут дисциплинированными участниками дорожного движения. Малика Измайлова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.